Практически со всеми я согласен с этими аргументациями, но я хочу акцентировать внимание на одной вещи. Это первое. Это действительно является, как здесь до этого и сказали, продолжением закона о продаже недвижимости, который рассматривался в 2016 году и лоббировался, кстати, очень серьезные. Такие же дебаты происходили в парламенте в 2016 году по закону о продаже недвижимости иностранным гражданам. Да, это не закон такой был, там была всего лишь статья. Это закон так и не увидел, не воплотился в жизнь, и он фактически его провалили, да, и мы после этого его не видели. Сегодняшний закон об апартаментах – это продолжение той же самой истории. Объясню, почему я так думаю и почему я считаю, что это так. Потому что в том же 2016 году, я просто хочу вам зачитать, сейчас не буду многословен и не буду читать полностью текст, да, как грузинские политики о перспективе восстановления юрисдикции Грузии в Абхазии, дайджест грузинской газеты «Асавал Дасавали». Хочу вам зачитать. Батону Звят, это вопрос корреспондента. В последнее время вами было сказано, что вы, работающие в России, грузинские бизнесмены, готовы вместе с абхазами и осетинами выкупить Абхазию, Скинвальский район. Это очень интересная тема, в которой в свое время апеллировал ныне покойный Бадри Патрицикашвили. Что говорит Четышвили? Ну, во-первых, хочу сказать, что наша партия имеет реальную программу восстановления территориальной целостности Грузии, экономического возрождения страны, в отличие от других, которые обманывают народ, мы себе этого не можем позволить. А сейчас отвечу на ваш вопрос. Как мы это представляем? Вот насколько реально выглядит выкуп Абхазии по частям? Это не из сферы фантастики, спрашивает корреспондент. Четышвили говорит, нет, все это абсолютно возможно. Наша партия состоит из очень богатых людей. Есть миллионеры и миллиардеры, готовые принять участие в существовании этого плана. Так, извините, я пропущу просто для того, чтобы... кому интересно, это есть в интернете, можете прочитать. В осуществлении нашего плана программы активно участвуют наши абхазские и осетинские братья, повторюсь. Это 16-й год обсуждения закона у нас в парламенте по продаже недвижимости. Да, в котором участвуют наши абхазские и осетинские братья, которые выражают готовность вместе с нами выкупить Абхазию и Скинвальский район. Положение таково: сегодня в грузинских домах живут другие люди. Для того, чтобы между беженцами и жильцами этих домов изначально не разгорелась трагедия, мы готовы в Абхазии и в Скинвале купить земли и начать строительство домов. В России в настоящее время существует до 70 грузинских общин, и все они готовы принять участие в создании совместного фонда. Не буду читать дальше, кому интересно, может почитать. Почему я зачитал именно это, и почему я связываю сегодняшний законопроект об апартаментах именно с этой ситуацией. Потому что никто не запретит россиянам, по происхождению грузинам, проживающим на территории России, как и строить, так и купить, скинуться деньгами, они готовы это сделать, купить эти апартаменты для своих беженцев. Подтверждение всего этого я вам еще скажу, там не так давно. Мы видели, как в Гаграх строят некоторые строители, показывают на пустыре, говорят, а здесь будет построен город, где мы подружим грузин и абхазов. Скажите мне, пожалуйста, какой политический вопрос может стоять перед строителями? И при чем тут вообще грузины и абхазы, если вы хотите заработать просто денег, построить недвижимость, кого с кем вы собираетесь дружить? То есть эта тема не умерла, эта тема обсуждается в каких-то кругах, не знаю в каких кругах, но это существует, и эта опасность сегодня реальна. Более того скажу, при принятии этого закона, при закладывании первого фундамента по строительству любых апартаментов, уже начнут продавать квартиры. И эта практика существует, правильно же, строительные компании так и делают. Так вот, ничего не запретит ни Китавани, ни Каркарашвили, которые являются гражданами Грузии сегодня,
Да? Ничто их не запретит им купить, сидя в Москве, недвижимость на территории Абхазии. Если мне сейчас... Ну, какую генетическую экспертизу? Объясню, что да, тут действительно в законе это предусмотрено, якобы предусмотрено в статье 10. Да, я как бы предвижу просто, что мне скажут, там же предусматривается, что там, где кто выступал против независимости, государственной суверенитета, участвовал в боевых действиях, и должен вам сказать, с чем мы сталкивались, еще будучи депутатом 6-го созыва. Шел судебный процесс в Гаграх. Я просто как пример вам, как один из примеров приведу. Судебный процесс в Гаграх, где женщина, грузинка по национальности, в Москве вступила в наследство, пришла и начала отсуживать свою недвижимость на территории Абхазии, в которой проживали абхазы. Да? Принесла справку с СГБ, что ее отец не является участником боевых действий. Все было очень интересно до того момента, как не появилась вторая справка, где говорится, что ее отец спонсировал Мхедриони, перечисляя деньги на то, что две взаимоисключающие справки были у людей на руках. Как мы с этим будем бороться? Эта проблема существует? Да, существует. Мы сегодня, если у нас есть санкционный список у грузин, так называемый список Атхазори, это где присланы абхазы. Арва в свое время выступала, кстати, и говорила, что такой же список надо внести и написать, и в суде признать, и вписать туда людей, которые в свое время на территории Абхазии выступали или участвовали в боевых действиях. До сих пор у нас нет такого списка. 30 лет уже после военного времени в прокуратуре лежат тома на людей, которые совершили преступления на территории Абхазии. Ни одного судебного дела по этим решениям не было. Скажите, на основе чего вы будете доказывать, что этот грузин не является грузином? На основе чего мы будем доказывать, что он участвовал или не участвовал? Как мы докажем, что их дети, которые являются беженцами и приедут сюда с российскими паспортами, как россияне, будут покупать эту недвижимость? Какие основания, доказательства того, что у нас нет ничего, мы не подкрепились ничем за 30 лет. У нас нет ни одного осужденного, у нас нет никакого списка. Вот какая опасность. И поэтому я с уверенностью могу сказать, что именно это будет лоббироваться сегодня. Именно грузины будут лоббировать и давать денег на строительство. Именно они будут делать, прежде всего, купят эти квартиры своим гражданам, беженцам. Именно так это будет происходить. К чему это приведет, мы с вами прекрасно знаем. Поэтому закон, который сегодня называется об апартаментах, я бы назвал сегодня закон грузинской мечты по возвращению беженцев. Я по-другому его назвать не могу. Вам, конечно, решение это принимать. Но все аргументы, если все сегодня сказанные аргументы не хватит, тогда извините, я, наверное, чего-то не понимаю. Спасибо большое, я больше